Сергей Хелшин, доброго времени суток. Всех приветствую на канале «Как ты так» у Лейлы. Друзья, перед началом я хочу вас познакомить с каналом, который называется «Кавказ Фуд». Эта женщина живет в Грозном, она многодетная мама, профессиональная портниха, любит готовить. На ее канале вы найдете простые и вкусные рецепты. Не проходите мимо, подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы как можно больше людей увидели ее видео. Я тоже подписана на ее канал, и мне очень нравятся ее рецепты. Друзья, мы в этнокафе зашли вовнутрь этой нашей башни. Согласие. И, соответственно, поэтому мужчина определял замужем она или не женщина. Вот такие на свете есть замужние девушки, а такие замужние. Ну, я имею в виду, та постатнее, а та чуть пошире. Да? Вот тогда тоже... Вот так вот раньше, в древние времена, вот, говорят, жили наши предки. Ну, предки ингушей мы имеем в виду. Кузнец. А? Кузнец. Это кузня, да? Это кузнец. Да, это кузня, а это кузнец. Это, видимо, наковальня называется штука, да? Но я его сняла уже. Кузнеца нашего. Так, а сейчас мы уже находимся в кузнице. По сути, кузница, понимаете, вот те люди, немножко хотел бы рассказать про роль кузнецов, из-за того, что их было мало, соответственно, они ценились на вес золота. И благодаря этому на них кровная месть вообще не распространялась. Но это не значит, что они могли себе позволить все, что им захочется, конечно. Считалось, если вы потеряли какого-нибудь мастера, то общество, которое там находилось, было в бедственном положении. Из-за того, что у нас не было как таковой письменности, все приходилось передавать из уст в уста. То есть приходилось искать учеников там и так далее, и, соответственно, их надо было ценить. И самое священное место для этого кузнеца считалось именно вот это наковальня. Если кто-нибудь посмелился на нее присесть или же облокотиться на нее, это считалось прямым оскорблением этого кузнеца, и он даже мог прибить этого человека за это, за то, что проявил такое неуважение. Смотрите, что вообще из себя представляет это кровная месть? Ну, все сейчас думают, как будто это, если я убил человека, если убил человека, то должен вернуть его кровь, так, кровь за кровь. Но на самом деле там были свои нюансы. Допустим, убили человека по случайности, да? Обычно там собирались рода, умершие, убитые убийцы и обсуждали, какие обстоятельства это было совершено. Если по случайности, тогда уже обговаривалась цена, зависимость, из какого рода был этот человек. А если же умышленное убийство происходило, соответственно, надо было вернуть долг крови. Вот, такие правила. Воды, чтобы закаливать это оружие. И у нас был такой один нюанс. Вот наши предки очень бережно относились к рекам, они брали оттуда воду, которая им была только необходима. Чтобы помыться, там, ну да. Смотрите, вот тут у нас находится кольчуга образца 1239 года. Он просуществовал, понимаете, тот период, да, потом проходил тот период, так называемое аланское государство. По сути, эти аланы были так называемые сословия, составленные из разных народностей. И вот эти перья, которые их носили, они предпочитали больше мобильности, поэтому они были очень легкие, эти кольчуги, соответственно. Они железные? Да, это из меди сделано полностью. Ну, немножко можете так. Это из меди сделано. Экскурсию поснимаем? Конечно же, делались самими кузнецами. А вот сшивали, собирались уже женщины. Наплечники делались более массивными, рукавицы более легкими. И тут, видите, застежки находятся с этой стороны. Это делалось для того, чтобы, допустим, воин мог повесить с правой стороны, да, как бы, если он будет правшей, а левша, соответственно, слева. Поверх этой кольчуги еще одевалась кожаный доспех. Кожа поглощала силу удара, а кольчугу не давала пробить. И вплоть до 18 века наши предки пользовались обычными щитами, а также копьями. Немножко подключилась к экскурсии и послушала экскурсовода. Ну, в принципе, он и нам будет все объяснять и говорить, но пока он занят
с экскурсией. Приезжие у нас там. Поэтому я немножко отошла, чтобы не мешать им. Так, ну вот такая вот комната. Я не знаю, вообще-то хорошо было бы, если бы он экскурсию проводил, да, снимать? Ну ничего, так. Экскурсии, Гоша, один. Просто он один, ладно, не будем ждать так долго. Так, ну вот это вот получается такая комната, да? Вот, была раньше. Вот такая посуда у нас была. Вернее, у наших предков. Вот так вот. Скорее всего, кухня. Ну да. Ой, говорится, Да. Вот это вот, я знаю, делает масло. Взбивает сметану и делает масло. Единственное, что... Наверху еще один товарищ. Кто? Экскурсовод? Есть еще. А, 6 пресс, да? А это вот видите, вот такое, это все в одной башне. Вот. Были овцы. Это вот инструмент, который тогда был, плуг, вот, деревянный. Это очень интересно, друзья, действительно, сколько, как давно открыто. Этот музей открыт, я здесь не была. Пойдем, пойдем, поднимайся, поднимайся, поднимайся. Вот так. Сейчас поднимемся наверх по этой ступенькам. Здесь уже спальня, да? Видите, мама не была даже здесь ни разу. Интересно, я и не хотела. Сопротивлялась сегодня. Так. Вот такая спальня, видите? Вот это прялка. Аишке сразу понравилось. Кувшины такие. Утюг. Люлька старая. Покачайте люльку, чтобы было видно, что это люлька. Покачай ее, Марина. Я сам технически. Ну ничего. У нас такая примета, что пустую люльку качать нельзя. Ну это все вот такие вот прялки. Старинный, Старинные прялки, да, вот в оригинале. Морозия. Да, и орнамент вот на подушках, на этом покрывале, на ковре. Вот это все старый орнамент. И действительно, по-моему, даже сам ковер даже старый. Вот, видите, это чесалки, чтобы шерсть расчесывать. Прялки. Все так интересно. Старинный, я вас не хотела. Ну что узнать, я хочу узнать. Снимите Аишку. Красоту не передать. Здесь темно, вот да, звезд не видно. Вот я показываю небо в этом, ну, прям такие звезды, но их не видно почему-то. Вот такие лампады, но здесь, конечно, электричество, а раньше были на керосине или на растительном масле фитили делали, по-моему. Аишка? Аишка на Ибрашке едет. Аязу? Привет, Ал. Привет. Все, теперь спустимся снова. Вот на это был башнями боевых. Видите, как в форме человек стоит? Да. Ее, как бы знаете, символизирует с возникновением законов, которые утвердились у нас, начиная с 13 века. Это стоит человек с весами, который символизирует собой все, что ты говоришь, все, что ты делаешь, ты должен делать взвешенно. У нас есть такой закон, скажем так, гор, который называется «эздел», что переводится как «взвешивай и делай». Там есть эта форма такого этикета, скажем так, поведения, как правильно встречать, как правильно рассаживать гостями и так далее и тому подобное. И это датируется примерно, такие рода знаки, начиная с 13 века. Пойдемте дальше. Так, а тут у нас находится уже гостевая комната. Гостевая комната, конечно, находилась на верхнем этаже, и это была самой значимой такой комнатой. В каком плане? Потому что наши предки считали, что гость является даром Всевышнего. Когда, допустим, этот гость мог зайти лишь в том случае, если у него дома находился, соответственно, сам хозяин этого дома, либо же его сын. И, соответственно, по приглашению он заходил в эту комнату и находился там в течение 3 дней и 3 ночей. И что я хотел добавить? За это время его даже не спрашивали, зачем пришел, почему пришел.
Его развлекали там пищей, там, разными музыкальными инструментами. И по истечении этих 3 дней уже начинались расспросы. То есть, по поводу там... А если дело срочное? Да не особо. Там он просто был путником сам по себе. Вот он уставший сидел, поэтому было неприлично его расспрашивать в этот момент. Ну, если у него дело срочное, извините, он, наверное, бы сам сказал. Это сразу понятно, же, да. И что я хотел еще добавить. Смотрите, когда этот гость находился у вас дома, он был под вашей защитой. Даже если он являлся вашим врагом, или же даже он не является вашим родственником. Если кто-то посмел его убить, то хозяин дома мог объявить кровную месть его убийце. Для того, чтобы убили его гости, соответственно. Как это действовало уже с врагами, да? Если, допустим, вас гостил сам даже враг, или же кровник, к примеру, да, как во правах гостя, он тоже имел право находиться в течение 3 дней и 3 ночей. Если у них вопрос не регулировался за этот период, то когда этот гость выходил из вашего дома, хозяин делал вид, как будто его не замечает. Что это означало? Я чту тебя как гостя, но как с человеком я с тобой не считаюсь. И когда тот уже вышел из селения, соответственно, за ним уже начиналась охота. То есть, вот, к примеру, вот, смотрите, когда гости, соответственно, захотели, чтобы уважить этих гостей... Когда у нас похороны. Да, когда у нас похороны, соответственно. Они прятали, соответственно, труп где-нибудь под кроватью или в другом каком-нибудь месте, приглашали их и занимались их делами. Дело даже там уже дело до утра доходило, конечно же, но потом уже давали объяснение, что мы торопимся, у нас есть свои дела, соответственно, вы еще извините, те, естественно, выходили. Даже у нас есть такая пословица: сытый гость уже на дверь смотрит. Вот. Я еще хотел бы добавить про вот этот ковер, который у нас тут стоит. Это у нас называется эстинг, это полностью войлочное изделие, соответственно, сделано из шкуры барана. Да? Самой качественной тканью считалось сделано из осенней стрижки. Вот, допустим, вот, чтобы делать вот такие окрас, да, к примеру, этого ковров, использовалось природное сырье. Башня в башне получается, да? Вот она вот, мы в большой башне, а вот эта вот маленькая башня, это была вот такая вот жилая комната считалась, вот в башне башенка. И они вот такие вот все вот снаружи, вот, видите? Вот такие вот башни. Нет, вот эта длинная башня, Ну, она длинная, уже да, боевая. башня боевая, это боевая башня. Стала, и там сидел До сторож конца. и наблюдал за этим. Да, просто экскурсовод занят другими туристами. Мы долго ходить просто не можем. Оставили маму с соседкой. Так, вот так вот, видите? Нет, как показать, что башня такие будут выглядеть. Темно, я не знаю, как будет видно, если честно. Вот это тоже еще одна комната. Это, наверное, уже спальня, да, по-моему, хозяина? Скорее всего. Просто был бы экскурсовод, я бы лучше бы знала. Ну, все точно так же. Сейчас я хотел бы рассказать про проект строения. Это сделано под видом солнечных могильников. По сути, что из себя проявляется этот солнечный могильник? Понимаете, это было место, где можно было, допустим, хоронить людей, а также держать их в безопасности во время эпидемии какой-нибудь. Когда человек заражался какой-нибудь болезнью, соответственно, он, чтобы не заразить остальных, на добровольной основе заходил в солнечный могильник и сидел там. Внутри. Да, внутри этого могильника. Их делали, знаете, крыши специальные из сланца, ступенчатую, чтобы там ветра не снесли крышу, соответственно, так. И опять же, их строили в том месте, где, опять же, лучше обветривались. Там делали специальные окна, чтобы там, естественно, такая вентиляция происходила, соответственно. И когда человек там выздоравливал, да, от этой болезни, он мог оттуда выйти и обратно войти в общество. А если же нет, когда там умирал, там, знаете, оставлялись кости, и из этих ветров там заразы не оставалось. Их делали двух типов. Коллективные, а также индивидуальные. Коллективных можно было внизу, в нижней части, захоронить уже людей. А в индивидуальных, конечно же, это делать не получается. Это уже на улице Сверху. Я так понемножечку перехватываю экскурсовода. Что вообще представляла собой боевая башня. По сути, понимаете,
когда они обустраивались где-нибудь, Так, мы сейчас в боевой башне, да, уже находимся? надо было обустроить, соответственно, изначально именно боевую башню. Ее надо было построить за 1 год. И смотрите, во-первых, их первоначальные башни начали строить именно начиная с 11 века и заканчивали вплоть до 18. И уже начиная с 16-го, к примеру, да, их начали видоизменять, как внутри, так и снаружи. Допустим, изначальные башни строились по такому типу. Также были конусообразные, но с прямоугольной крышей. И внутреннее строение у них делалось полностью из дерева. А уже начиная с 16 Вид вниз из боевой башни. Друзья, действительно, да не передать эту атмосферу, так интересно. Не знаю. Конечно, я плохой оператор. Надо будет как-то еще раз прийти и спокойно тут снять. Просто мы очень торопимся, я не успеваю все хорошенечко снимать. Башни не было вообще, я имею в виду дверей. Вход был только со 2-го этажа, я имею в виду с окна. По сути, когда они оборонялись, они забирали все самое необходимое, выставляли лестницу на 2-й этаж, забирали сюда, брали с собой скот, там, ну, баранов, там, допустим, да, овец, затаскивали сюда между собой. И когда забирались, затаскивали лестницу за собой и перекрывали этот проход деревянными ставнями. Вот тут внизу находился специальный погреб, чтобы держать безопасность этих животных и так далее. Также там располагались ниши, где они могли держать, соответственно, посуду, там, да, с молоком и так далее. И что они делали, когда тут забирались? Соответственно, выставляли на 3-й этаж вот такого рода лестницу. Я расскажу, про него тоже скажу, да. Смотрите, когда они выставляли лестницу до 3-го этажа, когда поднимались туда, соответственно, забирали лестницу с собой и каменной плитой перекрывали проход. Что получалось? Выкрутки оттуда не получалось, потому что полностью была построена из камня, там, и тараны как бы не пытались выбить камень, наоборот, упал именно на свои захватчики. Но даже врагам не удавалось даже забираться в эти башни из-за своего такого строения, вверх не оборонять, смотрите. На верхнем этаже там находились комнаты для того, чтобы держать в безопасности стариков и детей. А на самом верхнем этаже, естественно, располагались сами лучники. И сейчас пойдемте, покажу одно интересное такое архитектурное решение, которое они применили. Видите, мне вот видите, обратите внимание на эти балконы наверху. Вот наверху. Они делались вокруг этой боевой башни, они называются мишупли. Это своего рода такая защитная, такая, знаете, барьер. Для чего они строили? Темно и не видно, что он показывает. Мы спустимся. Да. Вот эти кувшины делались, соответственно, двух разных форм из-за того, чтобы там определить, замужем девушка она или же нет. Вот такие статуи носили не замужние девушки, а такие, соответственно, замужние. Это делалось из-за того, что, допустим, у нас обычное свидание происходило рядом с рекой. Это было единственное место, где она находилась наедине, конечно же. И когда он к ней подходил, соответственно, он по этой кувшину определял, стоит замужем девушка она или же нет. То есть стоит не подойти или нет. И в зависимости от этого, когда бывало, что он проявлял какой-нибудь интерес, он к ней подходил и начинал разговаривать. И вообще диалог начинался с того, что можно испить из твоего кувшина. Если тот, соответственно, дал согласие, там, знаете, и да, они разговорились, им проявлял свои серьезные намерения, а если она захотела за него выйти, допустим, она понравился, она давала ему кольцо, да, драгоценность какое-нибудь, и в дальнейшем они могли уже начинать свадебный процесс таким образом. Естественно, еще один момент, когда девушка шла одиноко по улице, то джигит, держась на расстоянии, там, ну, неприметно, скажем так, должен был сопровождать ее до самого дома, чтобы с ней ничего не случилось. И из-за того, что все уже находились по своим вечерам дома, вот у нас нет такого разговорной речи, как приветствие доброй ночи, только как пожелание. Ну, допустим, когда девушка шла одиноко по улице, к примеру, то джигит должен был сопровождать ее до самого дома, держась на расстоянии, неприметно, да, как бы, чтобы с ней, по сути, как бы ничего не случилось. И из-за того, что у нас, как бы, все вечером находились дома, все, ну, располагают вечер дома, соответственно, у нас разговора нету как приветствие доброй ночи, только как пожелание. Вот. Марко, спасибо. Так, темно. Но хочется все-таки поснимать. Пойдем.
Уже темнеет, мы все-таки из-за твоей работы мы сегодня опоздали вовремя сюда прийти. Аишка, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Ну, снять город сверху уже будет темно. Так, вот. Это прямо в башне, я не знаю, вы, наверное, может, видите, может, нет. Ну, чуть-чуть медведя получается. Смотри, где девочка. Аишка. Ну, все-таки камера не передаст красоту, конечно. Действительно. Уже 3 года, если не больше, лет 5, по-моему, открыт этот музей, я не была здесь. Действительно. Аишка, побежали быстрее. Олень. Побежали. А подниматься тяжело все-таки, друзья, в моем возрасте. Хоть и не такие крутые, знаете, сделаны специально, чтобы не очень крутые были. Ну, даже не ступеньки, вот прям такая дорожка не крутая вроде бы, но все равно подъем чувствуется. Представляете, 90 метров же, да? 99 метров в высоту мы поднимаемся. Ой. Так вот, фазаны тут. Как-нибудь надо еще раз прийти, не спеша. А вот теперь будет видно медвежку, медведя. И чтобы экскурсовод полностью нам сделал экскурсию. Мама, ты это сделала, а ты хотела. Да, уже заставили маму это сделать. Больше девочки. Смотри, на девочке холодно. Сюда. Уже хамбургер готов. Уже больше ничего не видно. Ой, я боюсь. Я опять. Бронированное двустороннее стекло, давай. Я боюсь. Мамочки, я боюсь, это сюда прийти. За блогером можно. Не спеши. Не-не. Аиша, лас. Не-не-не, Аян, давай. А ты так хочешь просто. Не-не-не. Она просто не понимает. Ай, zeker die jongen. Все, мы тебя так и оставляем, а. Давай на ту сторону. Там красивее. Друзья, я преодолела страх высоты. Всю жизнь боялась высоты, а на этот раз поднялась на 100-метровую башню Согласия. Спасибо за это моим детям. Это просто было чудно. Этот вид с высоты полета птицы был просто завораживающий. Друзья, я приглашаю вас в нашу столицу, столицу солнца, Магас, посетить башню Согласия. Это просто не передать словами. Приезжайте, узнаете сами.